Доброе утро, уважаемые друзья. Категорически всем шалом, да, наступил понедельник, мать его так, мать его на скаку, как говорится. Ну ничего страшного, ничего страшного. Погода, кстати, дерьмо, я тут госпожу на маршрутку возил. Не дай бог, конечно, выходить из конуры. Мерзко. Мерзко. Туман и дождь. Как бы странно не звучало, но однако вот так вот. Стопроцентная влажность, да, говоря по-русски. Так, значит, быстренько все проверяем. Давайте камеру врубим, да, чтобы все знали, с кем имеют дело. И come on, let's go. И come on, let's go. Так, что-то Направо опять не заработало. Translation. Да ёпта, ёпта. Да ёпта, ёпта. Странно, потому что... ну да, он там... Да, что... Ясно, Нутро непонятная контора, это надо понимать. Да, ВК работает. Ну и хорошо, всем шалом, погнали. Погнали, на барабане у нас не что иное, как К-91, танк, на котором мы охеренно редко играем, да. Соответственно, также редко пытаемся брать отметки. Да господи. Запершило что-то в горле. Организм чувствует, что будет дальше. Я сегодня мало того, что в трусах, еще и в джинсах. Понимаете, какой представительный вид у Гачислава. Наверное, никогда в джинсах не стримил. Никогда. Так, ну окей, без оборотки поехал. Ёб твою мать. Я так и знал, что забуду. 10 секунд КД, пожалуйста, осторожно. Пожалуйста, осторожно. Ладно, хотя бы стабилизационная турбина имеется, да? Тоже неплохонько. Тоже неплохонько. Что-то это тот стиль, да, за что там выдавали, можно было взять. Он на короткое время был попсовенький, а сейчас пропал, еще ни у кого его не видно. Пацаны, конечно, хотят. Без брони так катаются. И по-христиански это вообще. Это так вообще. Да, да. Тот не сводился. Ну, почти всунул. Как же это знакомо, да? Вроде как хочет. Интересно, Яшку нашли. Можно Яшку за ляшку. Бачат на вазу. На 500 очков, хорошо. Хорошо. Кажется, можно его допихивать. Яшку за ляшку. Угу. Хейтера видно издалека. Хейтерок 3 шестерочки. Яшка туда перелетел.
Ладно, подождем, посмотрим, какие у него намерения. Да уж. Молодец. Аккуратно подчекал. Знаете, как бы здесь кисленько, а вопрос, знаете, в чем? А куда поехать, чтобы было не кисленько? Да, ну, только если в ангар. Да уж, пацаны вообще не ошибаются. Опа. Хорош. Четверка простила в борт. А куда он дал? О, хорошо. Хорошо. Я делом занимался исключительно прославным, да, я ПТ-дрочера, крысу-читера, поджимыхивал. Поэтому это же смешно. Полянский попал. Ну, попал, конечно, пиздец. Попал круто, ну ладно. А главное, что я запихнул в него. Остальное не имеет значения. Ну-ка, давай. Давай, дружок. Делка молодец. Очень грязно играет. Очень. Тоже немножечко нашалю тут. Тоже немножечко шалю. Еще разок. Подпихнем его. О! О! Да, ну пойдет. Ну пойдет. Что-то, что я без оборотки выехал в бой. Сомнительно, окей. Слушайте, а у него ВЛДХ намного более ватная, чем даже там у девятки, либо у кого там еще. Восьмерки, да? Интересно. А Боба, здорово. Здорово, да, утречка. Утречка добрая. Так, пошли комменты посмотрим. Прикольно, короткий стрим, короче, оживал ровно на один день. Все, больше сигналов не подают. Все чекнул. Окей. Окей. Так, ну давайте самое время поставить все-таки оборудку на данный агрегат. Можно было, конечно, обычно поставить. Вот, но поскольку мы потеем... Давайте со Шкоды снимем. А там доглатывателя не будет. Fucking nice. За ваше здоровье. Змачко. Добрый обед, Гачимен, как тебе эта машинка? У меня он пока в ангаре стоит, боев 10 поиграл, пока не начал потеть на нем. Пару комментариев про эту шайтан-тачку. Ну, у него есть плюсы несомненные, да, он более-менее подвижный, жирная альфа, да, пробить, в принципе, норм, ну и даже скорострельность вполне норм, и для СТшки, тем более премиум 9 левела, он вполне себе нормальный.
Вот. Но многие считают это дерьмом. И я частенько тоже оскорблял данный агрегат. По разным причинам. У меня все-таки... Понимаете, чтобы реализовывать танк, главным образом у него должен быть комфорт орудия, да, если не говорим о каких-то специфических характеристиках. Господи, где эта шляпа? СВК. У него дерьмовенькое сведение стаба, ну, в принципе, терпимое. И дерьмовый полет снарядов, да, плюс он немножечко косорыленький. Вот, исходя из этого, конечно же, не назовешь им бой. Но назвать его, можно ли его назвать нормальным танком, тем более премиумным и 9 левела, с учетом того, какие на 9 левеле премиумные танки, в целом можно. Ну, то есть в целом его можно назвать хорошим. В целом можно назвать хорошим. Конечно, УВМБ, ну хотя минус 6 тоже не так уж дерьмово. Ну ладно, мастер ВН. Come on, let's go. Диджей Клитор, дорог, котик. Какие. Господи, что... Тешится опять нос. Так, ну погнали дальше. Но для меня, как любителя средних танков, например, вот сесть и честно пофармить на СТшке, это либо Проджета 46, да, либо если 9 левел, то, ну, вот этот танк. Но надо понимать, что выбора-то нет. А выбора-то нет особо. Звуки. Дед Саня 1959, будь здоров. Будь здоров, доживет ли до конца боя? Если вы понимаете, о чем я обсуждаю. Выглядит, блин, как, не знаю, паяльник какой-то. Ой-ой. My hello, бро. Нихера себе. Ну, даже не знаю. Неуловимый Джо. Друг пернатый. А уж я так понимаю, ну этот пацан, скорее всего, выезжать не будет, да? Ему здоровье не позволит. Мы в санаторий вот как раз отправили. Weekend. Хочешь, как цапля, постою. Пацаны, подъезд, я буду им подсвечивать ей писюном. Да, вот он и выхватит. По губкам своим немецким. Стоим, ждем. Ой. Ой. Помните, как меня вчера БЗ вот где-то вот отсюда наказал? Это был пиздец. Это был пиздец. За ваше здоровье, Бля. О. за мое очко.
Просто сейчас Я охуею. чё-то в натиске поиграл, дошел до золотой в командировку съебал, думаю, похуй, в следующем сезоне наверстаю. Видел, Красава. кого будут тапать в обнове, говорят, там дедов взбодрят. И че по режиму Вафен Трахин, я пиздец его жду, прошлый понравился. Братан, а вроде как деда будут не в следующей обнове апать, а знаешь когда? Когда супер жирный мега гачи патч выйдет 20 какого-то 22 января. Вот так вот. Вот так вот. Кайвы. Всем китайских йен категорически привет. Здорово, родной. Здорово. Спасибо, ребятки. Очень приятно. Come is your creation. Законченный совсем. Как их там высвечивают-то? Dark Fantasy World. Я трохи прочитал. Вроде. Пенкинс. Yes, sir, yes, sir. Надо вообще заняться, поинтересоваться этой темой, что... Ну, насколько я знаю, вроде как собирались делать мега жирный патч по апам и нерфам, и... Апдеда должен был быть в январе. Вот, но, может быть, я, как обычно, не так что-то понял. $500 очков. Кинфак. Leisurehead. Забрали. А? Можно было бы, может, вместо стаба оптику, кстати, поставить. Слепую жмыхнули. Пизда. Танк на весь, сука, прицел, я ему не запихиваю. Let's go suction. И что, а меня ублюдок этот жмыхнет польский, если что. Я перевыпендриваюсь. За ваше здоровье и за мое очко. Здорово. Опять пропал я. С этим ютубом беда. Смотрю, ты на другую хату что ли съехал. Обстановка поменялась. Нет, это камера. Желаю хороших боев и подпалим пуканы. Здорово, Желаю родной. удачи. Свой главный пукан береги. Ну вот я не уберег. Я не уберег, родной. Короче, я камеру поменял. Поменял камеру. Заходите, друзья, каждый день, сука, стримы. Каждый день, аж 2 раза. В 10 утра и в 19 утра. Всем буду категорически рад. Так, да, кстати, Вафентрахен, пиздатенький режим, можно катать. Очень давно Ну, поиграем. Да, выйдет, поиграем. Можно поискать сейчас какой-нибудь, не знаю, патч-ноут появился, не появился там вообще. Максончик Ладыгин, здорово. для многих была образцом. Банан, мое почтение. Девка Мое почтение. по 20 часов Убивца, спасибо за сотку. вырывался из грязи. Диджей Клидер, спасибо за сотку. И некогда И за Барби было Гирл. пизду подмывать. 4 часа оставалось ей спать. Не было мамы у девочки той. Пошли посмотрим, конечно. Мачеха слишком считалась крутой. Короче, если что, стрим параллельно идет в группе ВК, на ВК Play и на Тролла. Так что у кого проблемы с Ютубом, можете смело переобуваться на другую платформу. Главное не потерять. Феей хороший отец был знаком. Золушке крестной. Так, а я сейчас поищу кому-нибудь патч-ноутик. Крестница и фея очень гордилась.
Она в день рождения своей подопечной дарила минуты житухи беспечной и обещала счастливый билет, как только 16... Так, 03.10. Привет, на первом счете обновления вызов брошен, общий тест доступен до 8 октября. Слушайте, а тестовый сервер открыт, прикиньте. Перечить не смело. Они издевались Там над Вофентрахен нею тестят. тайком, хуяря по лбу Сборочный цех на 9 левел. но несмотря На Олежку. непосильный, снился ночами ей принц сексапильный. Золушка часто кончала во Не все, сне. по сути. Сердце Кое-что там мечтало поменяли. о вечной Ебать, мечте. меня выкинуло. Сука. Короче, после катки сейчас посмотрим патчноут. Вот, если хотите, можно вечером на тестовый сервачок зарулить. Так, твое прошлое сообщение, да как у тебя так залетает с этого говна? Короче, я его провтыкал, родной. Если выстрелю с неполноцветием меня косми... Ну, он косорылый, реально косорылый. Видимо, я долго не играл, поэтому залетает. Я за огурцы. Как всегда, грязи более чем достаточно в песне. Красота. Нет, как всегда, шикарный перебор грязи. Ялбой. Давайте мы туда перекатим. ДГПТ терпит. Не, я провтыкал просто сообщение. Засуетился, провтыкал. Ясный мой слейв. Как же он подставляется. В кустах при луне. За ваше здоровье и за мое очко. Бля, даже тестовый сервер то вышел. Может, для работяг сейчас чекнешь его, а вечером бы скатал, я бы с кайфом бы посмотрел, что там разрабы за суп из 7 залуб сделали. Я могу, знаешь что, я могу сейчас патчноут зачитать. Что там есть, посмотрим, ну, продемонстрировать. А вечерком мы уже покатаем. А? А? На горе стоит верблюд, его четверо ебут, двое в жопу, двое рот, добивают кислород. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за Сбрызнули. безобразие? Валентину Терещкову за полет космический, армянины подарили хуй автоматический. Опа, опа, Америка, Совет частушки. Бля. Смотрите, какая сборка у них. Стамбула красными вагонами. А ну-ка, детки, разгружайте ящики с гондонами. Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Мою Мильку ранили посреди Германии. Вместо пуля хуй сунули. Нихуя себе потный блайнд! Видимо, в этого стрелял. Прикольно. Прикольно. Что за безобразие? Детки в озере купались, хуй резиновый нашли. Целый день они ебались, даже в школу не пошли. Опа, опа, Пиздец, что там сдуло. Азия, Евразия, что за безобразие? Полюбила парня, да оказалась без хуя. Нахуя мне без хуя, если хуев да хуя? Опа, опа, Америка, Европа, Азия, Евразия, что за безобразие? Полюбила тракториста. Блин, а там тоже может быть ублюдок какой-нибудь. 3 недели сиськи мила и солярка и сала. Опа, опа, Америка, Европа,
Азия и Россия, что за безобразие? Не выходят девки замуж за Ивана Кузьмина. Да чё вы лезете, Артоват пишет. У нас же ДФ! Опа, опа, А здесь мы Америка, продавили. Азия и Россия, что за безобразие? Гитлер сидит на березке, а березка гнется. Посмотрите, товарищ Сталин, как он наебнется. Опа, опа, Америка, Европа, Азия и Россия. Опа, опа, порвалась попа. Козел, золотые рожки, парень девушку идет за кило картошки. Опа, опа, Америка, Европа, Азия и Ой, на горы растет цветок. ну, во-первых, мне есть кому чекать, да. Ни за что не поменяю хуй большой на маленький. Опа, опа, Да, это что-то крупное фугасное скинулось. Россия, что за безобразие? Сидит Петик на печи, хуем долбит кирпичи. Хочет хрена в 3 рубля, да не выходит нихуя. Опа, опа, Эх, сука, эх. Россия и Россия, что за безобразие? Вышел Петр на крыльцо, почесать свое яйцо. Сунул лапу, нет яйца, так и ёбнулся с крыльца. Опа, опа, Азия, Азия и Россия, что Никого за там. безобразие? Откуда мне тогда гриль капал? Без вариантов. Поможи. Давай. Давай, что он придумал? Гачевкат? Это гачное рандеву. Я уехал. Ну вот как меня вычекивают? Здесь реально какая-то крысиная пизденка сидит. Опа, опа, порвалась попа. Мне просто было ощущение, что где-то вот здесь вот кто-то, да, какой-то веселый мальчишка. Веселый мальчишка почекает меня на выстреле. А оказалось нет. Армянский кавер на Хоя. По качеству как будто бы это до Хоя вышло. Типа Хой подсосал у него. Блять! Я его как-то нашел. Ну, честно говоря, непонятно как. Да, потому что там только хоботок торчал. Маленький кривенький хоботок. Еще двоих обнаружил, блять, на свет. На свет. Жопой торгует. Да. Это мы S-Weekend. Давайте мы православный фугас зарядим. Мне кажется, тоже можно. Опа, опа, порвалась попа. На 536. Пришлось добрать того папашку. Да, я думал, я на фолку грилю дам. Отлично. Отлично. Может быть, даже был какой-то веселый блайнд. Ну, каточка такая. Нормик. Нормик. Я думал, что YouTube слово говно. А, я понял. Вкуснятина. Ну. Они там еще в куче стояли, эти обезьяны. О. Паша непонятно как засветил. Но, видимо, он отъезжал назад просто. У него морда торчала. В тайминг отъезжал назад, поэтому я ее чекнул. Да, и вафельницу, наверное, я вслепую засунул.
Короче, в кого-то вслепую дал. Охеренная катка. Охеренная катка. Значит так, пошли чекнем патчноут, да, я его причем успешно уже обнаружил. Поскольку короткий стрим все равно в пизде, да, если я включу демонстрацию экрана, на коротком стриме ничего кроме ангара пацаны не увидят. Ну и как бы ладно. Пока там никого нету. Можно успешно забить хер, да. Значит так. Значит так. У нас, ну давайте по порядку, по порядку. Обновление называется «Вызов брошен», да. По аналогии с когда-то великим и смешным Рубиконом, вот они решили придумать название. Первый общий тест обновления. Короче, 3 числа вышло, и вот тут пишет, что до 8 октября будет в доступе. Хотя, честно говоря, я на досуге тут пытался зайти на тестовый сервак, и просто ни хрена там не произошло. Просто ни хрена там не произошло. Значит, так, примите, ну ладно, это понятно, да, тут, кстати, начали добавлять в патчноут ссылку. Раньше было очень сложно найти ссылку на тестовый сервачок, тут, видите, они как-то... Так. Короче, во Финтраке, ну давайте посмотрим. Посмотрим. Лысый шарлатан опять сидит. Какой-то. Что ж, на этот раз все будет по-другому. Затейник какой-то. Лысый. Скоро. Я понял, охуеть. Вот это затравили, да, как говорится. Молодцы. Молодцы. Тутлсы будут со 40-й, жирный ублюдок, бычительон и вот это пидор, походу, да? Так, боевой задание. Ну ладно, это по ходу дела разберемся, хер бы с ним. Сборочный цех нас ждет. Да. На Олежку, он же аллигатор. Он же аллигатор. Выглядит вот так вот. Да, ну, забегая вперед, скажем, что это что-то похожее на тортилу 9 левела. При том, что он 9 левела есть. Да, пушка такая же. Прочность, ну, почти. Да, вот у тортяночки вроде 2000. Подвижность, ну, в принципе, да, ну, такая же. Скорость полета вся за БСМ. 8 сек КД, ну, наверное, у Тортяна побыстрее будет. Наверное, Тортяна побыстрее. Родные подколы, кстати. Бронированный 279. Ну, короче, это что-то типа тортика, только, наверное, у него ДПМ чуть поменьше. Даже не чуть. 8 сек КД на вот это вот все, мне кажется, это что-то не то. То, что если мы... Смотрите, что мы сделаем. Если мы достанем тортяночку. А не хочешь, уже 11 левел есть, прикиньте. Только его не видно нигде. Но он есть. Но он есть. Так, если мы глянем тортяночку. Предварительно выведя его в топ. Слушайте, а у него получается ДПМ-то... Короче, у Тортяна 8,8. У того 8 секунд. Он быстрее стреляет, чем Тортянка. Он быстрее едет, чем Тортянка, потому что Тортянки просто пиздец. Смотрите, ёпта. И бронирование корпуса, например, на одном уровне. Единственное, что надо смотреть, конечно, на collision модель, так как у этой бебры... Ну, типа хз, может быть, где-то есть интересная зона. Ну, короче, это тортяночка. Это тортик на 9 левеле, прикиньте. Прикольно. Прикольно. А, блядь, нахера я закрыл патчноут вообще? Так, далее что? Ну, короче, для любителей тортиков это реально за БСМ.
Если это прем, на котором можно фармить, я почку за него дам. Ну, конечно, можно фармить на нем. Конечно, можно фармить. Так, можете собрать британскую ПТ. Ну, тут, кстати, не пишется пока что это прем, но я думаю, надо понимать. Я думаю, это надо понимать. Аркада бодрая танковая рубила. Ну ладно, аркада, понятное дело, там хуй пойми чё, да. Просто развлекательный режим. Ранговые бои. Формат 10 на 10. Участие техника. 5-го уровня техника участвует. Так. Извини, техники. Угу. Так, вот изменение техники. Короче, тортяночку, смотрите, подапают. Но это надо понимать, что апают не основную пушку, да? Что основная пушка у него это... Короче, стоковую пушку ему апают. Топовую не апают. Название орудия дебильное. 32 ПДГ. Л1А1. Есть что-нибудь такое? Нету. Короче, топовую пушку ему не апают хуй-то. Вот. Его как бы апают, но по сути не апают. Потому что в топовой комплектации он будет такой же. Прототип апают. Точнее подвижность, да. Щеки апают. Наконец-то не каждый будет пиздить его в щеки. ХП добавить. Ну, кому интересно это дерьмо, я не знаю, но вот его тоже апнули. Так, и все. И в следующем патче, да, всяких ребалансов больше не будет. Так, изменения на картах. Изменения на картах. Я так понимаю, поменяют освещение. Так. К текущему освещению карты добавят новый вариант. Мягкое утреннее освещение. Обновляет визуальную сферу карты и освежает эмоции от игрового. Ну ладно, это хорошо. Ну да, кстати, карта степи, она такая какая-то слишком светлая, наверное. А вот так как-то более-менее хорошо. Освещение на карте исправлено, исходя из отзывов игроков, была снижена контрастность, смягчение цвета. Ну, Химмельсдорф в прошлом патче сделали светлее, а сейчас сделали чуть-чуть потемнее. Так, компания, радиокомпания в клиенте игры были внесены изменения в преддверии будущих обновлений, которые ждут вас. Ну, короче, добавят ЛБЗ, наверное, 3.0 или что там. В рамках общего теста награды за услугу. Короче, к огнеметных САУ изменений. Так, огнеметные САУ станут полноценным участником сражения. Теперь баллончик настроен корректно и собирает бои, в которых будет по одному Ага. Короче, огнемет теперь один не будет попадать в бой, да, против него тоже будет огнемет. Так. Ну, тут по мелочам всякую хуйню переклеивают. Какие-то проблемы. Ну и все. Вот и весь патчнот, пацаны. Что там тестить, непонятно. Что там тестить, непонятно. Но мы, наверное, потестим. Мы, наверное, все равно потестим. Так, я расстроился, когда деньги нашел, чтобы купить торт 8-го левела. И в тот же день ее убрали. Но теперь Тортл нахрен... Ну, может быть, да. Не, посмотрим. Может быть, у него будут какие-то смешные интимные зоны, в которые будет тортянка пробиваться. Да, если ну, вечером зайдет на тест, если можно будет то хуету взять. Это, знаете что? Мы сейчас посмотрим коллижн модель. По идее, наверное, оно должно уже даже быть. United Kingdom. Ну, где-то аббревиатор. Вот он. Вот он. Ну и против, допустим, Кумулеев 310. Кумулеев 310. И еще раз только тортяночку нажмем. Только тортяночку.
Не, давайте, наверное, с бубехами будем сравнивать. Хотя бы вот так примерно. Значит так, смотреть. Смотрите, вот абрыгатор. Да, против подколов. Не, давайте мы, знаете, как сделаем, чтобы было совсем по равному. Тортянка, допустим. Да, против ББХ тортянки. Значит так. Ну, есть мелкая шишечка, реально мелкая. В углы можно будет подсовывать, да. Ну, с пробития 250-260 в углы, короче, можно будет подсовывать, да. То есть рамбанет. Мелкий уголок можно будет выцелить. Ну, кепка реально очень маленькая. Ну, как бы, понятное дело, будут пихать, но не каждый раз. В маску можно будет напихивать. Да, если, ну, если вы только в пушку не заденете, тогда можно будет напихнуть в маску. Да. Да, щеки по 280. Ну, Вэлда, понятно. И средняя лобовая деталь 260. Тем временем у тортяночки, вот он стоит, 260 здесь. Ой, смотрите, здесь даже больше брони. А я не знал. Я думал, что здесь брони больше, да, за счет наклона оказалось. Видите, ну что? Видите, она что? Ну, кепка пожирнее, да, единственное, что она такая таинственная. Таинственная. Угу. Ну, по итогу я бы сказал, что у тортянки, честно говоря, как будто бы больше брони. Знаете, что стоит сделать? Сделать вот так вот. Не, стоп, это не то. Сделаем по старинке. Да, господи. Ну, вот так пойдет. Кумлями в 340, без вариантов ебут во все что угодно. Нам. Тем временем вот эта беброчка. Ну, в принципе, так же. Ладно, в принципе, можно предполагать, что уровень бронирования примерно на уровне стартянка, но я думаю, что он будет чуть-чуть почаще сосать. Чуть-чуть почаще. Ну и плюс в пушку будут всякие неловкие и интересные пробойчики рядом. Ну ладно, грубо говоря, это реально премиумный тортян. Реально премиумный тортян, без приколов, поэтому ладно, хер бы с ним. Так. Милкор, здорово. Еще можно будет купить технику прошлых... Да, готовимся к толпам... Да, все верно, все верно. Главное не картон, зато ДПМ больше, и это торт прям я сусь кипятком. Ну вот так. Абрыгатор сначала был с хэш-фугасами и ставил на колени всех, в итоге он теперь без них. Да и слава богу, как они достались с этими фугасами, просто вообще... Больше нет сил. Дуэйнл нету больше сил. Так, что у меня... На Трова у меня запустился стрим или нет? Нет, не запустился. Там кого-то рестримят все еще. Так, ну ладно, мы все чекнули. Камон, let's go дальше. Ну, вообще, я на тортянке, честно говоря, вообще, может быть, за всю жизнь катки 2 сыграл. Я поклонником данного аппарата не являюсь. Я знаю, что он имба, все дела, но как-то не было по боку, а на абрыгаторе придется поиграть. Придется поиграть.
Вот так и туда, 62-ка целится, тут стоит. Только обычная танк в обычном обходится. Ну как, в сборочном цеху ты же просто сидишь и потеешь там, да, всякие задачи выполняешь и все. Ну то есть он бесплатно. Либо бывают последние этапы, там за голду можно открыть, ну там 2000 голды, может 2500. Опять же, если в натиске проходишь регулярно задачи недельные, ты как раз за эту голду и сможешь дооткрывать. А если целиком проходить, то да, ну если чисто вот так за голду открывать, то, наверное, он так и обходился. Где-то 25 тысяч голды он, наверное, обходился. Вот, но там в магазине как раз таки оно, наверное, в тех же ценах и указано. Там 25, а то и 30 тысяч. Что-то такое. Хотел выйти и дать в очко туда. Точнее, вкинуть в очко, не дать. Дать в очко — это немножечко другое. Будем считать размен. Ну ты и чмо. Нихуя! А куда ты вкинул? Я там куда-то в краешек подсунул. Бля, ну это просто... Они все сагрились, вот именно меня надо было пацанам, ну и там есть херня забрали. Блин, ну это скандал. Это скандал. Насколько им надо было именно меня, да, всей шайкой. И вот, и они дальше не поехали даже. Ну хейтерам. 3900 деревьев. Блин, ну можно, по крайней мере, повыполнять хоть какие-то задачи на него, даже если редко играешь. Хоть чуть-чуть поиграть. И под конец того всего его просто, ну, открыть за бабки, если сильно не имется. Блин, ну, короче, пиздец какой-то произошел. Дима, надо было поаккуратнее сыграть. Я собирался ехать сунуть в К-91. Да, в тайминг 140 проезжал. И там началось. И там началось. Для этой коляски планка в 4К высоковато, не находишь? Ну, это же надо понимать, что это суммарка. В принципе, наверное, норм. Вот для Су-122, кстати, планка в 4К, я бы сказал, что высоковато, потому что он немножечко Ну, надо понимать, что большинство бродяг на нем сидит в кустах. Из кустов 4К на нем не только лишь все смогут. Да, на К-1 хотя бы как-то там можно комбинировать геймплей. Вот здесь вот планка в 4К, мне кажется, это как-то высоковато. Тем более, что танк не прощает вообще ни одной ошибки. Плюс он косорыленький. Да, и здесь вот планка в 3 отметки, наверное, высоковато. Хотя, с другой стороны, здесь хотя бы есть ДПМ, да, сумасшедший. Ты раз через раз можешь накидать там 1007-8. На К-91 дать 7-8 тысяч, это не мухры, не хухры. Не мухры, не хухры. Потому что, мне кажется, он менее адаптирован к турбированным каткам. Если чисто в урон потеть высоко, если оптику взять, у него обзор хороший. Можно светить хоть каждый бой. Мне кажется, хоть каждый бой не получится на нем насветить. Тем более, надо посмотреть, какая у него маскировочка. Я бы так 7-кам приехал. Да, я мимо. А, честно говоря, многие планки на танках, они такие, блин, как это сказать,
Зависит не столько от ТТХ танка, сколько от того, кто на них играет. Вот в чем дело. Потому что если мы берем всяких там вилок, хуилок, там ГКшные танки и так далее, на них планки самые высокие в игре. В то же время есть прокачиваемые танки, да, которые, очевидно, гораздо имбовее. Ты сучка. Куда мне дал? Подождите. А, нихера себе, маленькую кепочку. В маленькую кепочку дал. Нам позволили, короче, пробить. Что дед настроен конкретно. Вот этой бебри как будто бы вот она реально жестче. Да, чем К-91. К-91 я бы еще полгода сводился. Подозрение, что мы все-таки это сливать будем. Вот этот загинет и, наверное, да. Доброе утро. Доброе. Нагибательского стрима. Благодарю, родная. Пускай дают в очко только раки. Но когда дают в очко и стучат клешнями. Утешится носик у меня. Fifty thousand слез. Я, наверное, зря я так делал. Богатырственный период. Ладно. Думаю, можно на Гладиса уже переходить, честно. А, нихера себе. Это надо выстегивать. Бля, я зафейлил эту интуицию. Меня в очко засветили. Понял. Все, в землю летит. Хуй. Ты откуда взялся? Да уж. Да уж. У нас команды нету. Так выяснить. Можно было много давать, если бы пацаны просто в остальной части карты просто пожили. Странно, как они сдохли, потому что у них вся команда была на горе. Я этот момент упустил. Так. У него маскировка охуенная и обзор, я понял. Без носа. Ну да, жесткая. Я думаю, танка Гиклова нет. Вентиль, доса, лаптика, боновая, 531 обзор. Понял. Понял. Старшилкин, мое почтение. Тимофей, здорово. Все чекнул, ну и все.
Да, короче, у нас пососик произошел. Блин, мы вроде как проапались, да? Несколько каточек подряд. И тут сосо. Паш там какой-то поехал. Крысиный король. Это не на моей улице едет. Ладно. Пиздец. Но еще улетела в башню. Подозрение, что отсюда может случиться в Кэт. На бабаха может заскучать и вкатить. По итогу заскучал дед. Поймал на 700. И не только. Там вроде как есть мясо, я, честно говоря, у меня пока что нет идей, как бы нам сделать так, чтобы туда пострелять. Да, из этого дворика, конечно, можно, но надо подъехать ближе, меня мало кто может прикрыть. А вот осквернить много кто может. Хорошо. Это уже интересно. Съебався. Я своего голда не пробил. Да, все. Что-то думаю, я ему скулу туда засуну. Понял. Снова не в хвосты. Как вы заебали? Вот оттуда артовод закидывает прямой и оттуда закидывает. На городской карте играю.
честно. Здесь, блядь, ну это пиздец вообще. Вот такое гей-порн. Зачекай. Опять хапану от Артем. Да уж. Снижу, нихера. Просто пиздец. Ну вот нет мне места. Нет мне места. На карте мне видео закидывают арта. Ну, я снова как будто бы, блин, единственный на карте, кто светится. Ой, хорошо полетело. Я не знаю, куда он не пробил, это просто пиздец. Я ему что-то кританул, кстати. А что там можно было в борт критануть, я тоже не знаю. Хорош. Это было очень на тонко. Пролет, конечно, просто пиздец. Только посмотрите, как он едет. Не видно. Ну, зря сюда приехал. Меня здесь осквернят. Шкура будет заебывать. Выше ворот. Я вообще без понятия. Ну, арта ни в кого не стреляет. Только в меня. Вот этот же светился, что в него не скинуть? Даже вслепую можно, он же, блин, в одном и том же месте терпит. Жестко, блин. Так, здорово. У меня на 2К мониторе очень маленький интерфейс. Почему так недавно купил монитор? Максим, здорово. Блин, ну чем больше разрешения, тем меньше интерфейс. Да. Ну ты пробовал вот здесь вот выставлять так вот, я то и повыше. Так. Непонятно одно, почему он относится как снайперский СТ. Он, по сути, плюс-минус 430У на минималку. Не согласен, у него нет брони вообще. Его в башню все пиздят, в корпус все пиздят. Он иногда башня рикошета дает. Вот, поэтому 430 его хер сравнишь.
Возможно, ему можно было бы дать роль универсального СТ, но, честно говоря, все вот эти роли в игре, вся эта хуета, это настолько притянуто за уши, насколько еще может быть. Да, я бы, в принципе, не только бы эти роли тупорылые убрал. Ну, понятно, для чего. Ну, и снайперским. Снайперским вообще не назовешь. Вообще не назовешь. Честно говоря, в игре ни один танк снайперским не назовешь, потому что даже у Леопарда бывают тычки фейлятся. М60. Трек топовый, да. Да, был. Да, беда. Беда. Тут-тут-турурум. Что-то хотел сказать и забыл нахер. Так вот. Понятное дело, что для роли вот это всякое дерьмо, оно добавляет какое-то разнообразие в игре. Там бродяги сидят и думают, блядь, этот танк. Типа вот ПТ прорыва, например, да, это начинают сидеть в кустах. Но они же так не думают, наверное, мысль такая, да, что люди посмотрят роль танка и все такое. Люди даже эту роль особо не смотрят. Вот. И я бы наоборот все это нахер убрал, и более того, я бы даже убрал классы техники, типа ПТ, ЛТ, СТ, все их преимущества нахуй забрал бы. Допустим, у ТТ нету никакого преимущества. С какого хера у ПТ улучшена маскировка? С какого хера у ЛТ в движении маскировка такая же, как когда он на месте стоит? Да? Ну вот. Я бы нахер все это забрал вообще. Глядишь, ублюдки бы меньше в кустах стояли бы на Минотаврах. Ninja Tower. Ладно. Ладно, здесь мы не порешаем. СС едет, тут тем более мы... Тут у нас нету власти. Хотя, подождите, он будет бортиком торговать, скорее всего. Да, потому что он едет в гачи позицию. Печально. Ну ладно, меня не пробил. Красота, видите, чисто в краешек попал. С одной стороны, он мне мог, да, запихивать уже пару раз. Я ему так и не подкапал. О! Эх, сука. Эх, сука. Угу. Смотрите, как приехал к нему в борт. Окей. Окей, едем дальше. Даже не думает над тем, чтобы поехать вперед. Где француженка? Ну-ка. Просто стоит. Можно здесь просто постою. Даже не дергается. Ну какой-то чертополох. Угу. И по всему кто-то согрелся, по всей силы. Я напоминаю, что у меня есть союзники. Да, им похуй.
А, бля, я зафейлил, сука. Можно было в щеку, либо в это. Я что-то подумал, что он тряханет НЛД, но он не тряханул. Ну, ясен хер, всем надо было по мне пострелять. Потому что потому. Эх, суки. Эх, суки, эх. Ладно, пойдет. Хотя бы шекели нафармили, да? Да. Он сразу же на ту сторону спрыгнет, да и все. Что с этой стороны вообще не хочу играть. Хотя погнали, здесь можно очень весело сюда в очко заехать и настрелять. Ну, хотя обычно, когда я сюда заезжал, союзники не помогали, отсюда не стреляли, меня просто опускали и все. Да, но я как бы... Это единственное, что сопротивление можно оказать, там за камнями все такое. Можно пожить чуть-чуть. Уже первые пацаны в ангар уходят. Его заснайперил ГПТ. Хорошо, он с трудом попал. Я бы еще завтра выехал. Не чекнул меня. Народу прям так конкретно. Ну что бы еще можно было такого грязного придумать? Ну, вот это, конечно, грязный вообще. Катается как хочет. Я чисто так на бум стрелял, там херо гора камней, херо знает. Да, за камнем он будет или нет. Вроде как мы никого пока что подловить не можем там.
Блин, уточки на нем фейлятся, конечно, вообще. С учетом того, что у него не самый выразительный ДПМ, фейлятся они прям будь здоров. Какие у нас там союзники вообще? Ну ладно, есть. Ну-ка, ну-ка. Не сосет. Не сосет. Короче, на, опускаем. Редкая возможность отпялить в очко, в духовку прямо, короче, на. Блять, он даже здесь танканул. Как ты заебал, урод? Как же ты заебал, урод? Я понял. Бля, какая хуета. Вообще на тонкого, короче, он мне может каждый тычек засовывать здесь. Я буду плакать. Блять. Я 2 раза не засунул в очко, короче, ну. Да, о чем тут можно говорить? Как его можно в лоб провести, если он не пробивается в очко? Конечно. Кстати, хотя бы здесь не чекали. Проявили уважение к ветеринару. Понял, блядь, это добил еще, сука. Мне кажется, у меня нагорело. Ну хотя, вот казалось бы, что могло пойти не так. Этот папаша здесь прострелил. Здесь я выехал за камнем, он меня ёбнул. Вот пацаны не выезжали на один танк. Да, и этот откадешился, ну типа, им не надо было. Им просто это было не нужно. Эх, сука, еретики, ёпта. Ладно, хотя бы пропались. Как бы с ним. Можно было еще давать. Там вон пацаны ждут. Фуловые. Ну уж, печально. Печально. Карачун, ты вообще ублюдок. Пропал здоров, Кабаротко, у тебя все. Здорово. Так, ну и снайпером, особенно 30 так вообще КСРЛ хует. Вот, в принципе, любой танк, который есть ДПМ, он КСРЛ хует, а инвентарь вообще трешак, на нем снайперить. Это последнее дело, да. Я помню, на вот этой вот карте я стоял здесь, а Яга здесь. Я пол БК, какая-то нарезка есть. Я там, не знаю, барабана 3, наверное, на Минотавре выстрелил просто в скулу Яги и ни разу не попал. И ни разу не попал. Ну, когда потели на нем 3 отметки, я нервничал просто как свинья. Привет, любителю долбить, короче, в духовку. Здорово, да, он даже в духовку мы разок не пробили. Ой, бля. Я заметил, у меня когда нагорает, я вот только об этой несправедливости и думаю, и потом ошибки совершаю. Надо гореть после катки, а во время катки не гореть. Пиздец.
Легендарная перестрелка, ничего не сказать. Ну, победили, и ладно. Окей. В принципе, у нас такие бои-то на нем более-менее, да, только один раз там какой-то скандальчик случился. Грустный. Грустный кабачковый скандальчик. Друзья, подписывайтесь на каналы, а именно не только на YouTube, да, но еще есть стрим на VK Play, на Трова и даже в группе ВК, кому где удобнее. Немедленно подписывайтесь, да, потому что YouTube подстав, ну, точнее не YouTube, а, ну, хотя да, YouTube. Вот поэтому, знаете, у кого проблемы с FPS, все дела, да, надоел VPN, подписывайтесь, например, на VK Play, либо на группу ВКонтакте, и там все чики-брики будет. Видимо, возможно, даже далеко и надолго. Нико Дога. Сейчас поедем вот сюда, вот посмотрим, какая на нем башня. Ну, башня реально дерьмо, и его могут просунуть буквально куда угодно. Вот буквально куда угодно. Но могут и срикошетить. Да. Понял. Понял, леопард не пробивается. Блять. Ёбаный рот, сука. Блять, их тут еще херова гора. Fuck you. Fuck you. Полежи, отдохни нам. Бля. Я, короче, немножечко сдал назад на камне. В какой-то момент я нажал вперед. Вот, но на камнях так скользко, что я поехал назад. Ебаный рот. Васек, здорово. Блин, ну там можно было пострелять и типа свалить. Нормально пошло бы дело. В роли светляка 122 ТМ.
Хорошечно. Иди нахер. Сука. На 600 кидает. Идите в пизду, блядь, ты заебло. Ну ладно, типа я рискую, ясен хер. Пасть никого не могу, это вообще. Скидите, куда у них фош выезжает. Его не смущает ничего, кстати, очень плотная тычка получилась. Шпакляк в поле. Тильт еще какой. Я на дно, на камне сел, на линии Зигфрида, где камушки... я понял. Я зубы дракона. Не могу попасть. Свертухи. Нет. По мне. Какие вы ублюдки, это пиздец вообще. Грязные артоводы. Грязные артоводы. Понял, там снайперит и стрим. Блять, но меня заснайперил дед вот отсюда. Либо... Ой, нахуй все. Пизду, нахуй. Абрикос ваш коде здорово, братан. Ё-моё, как жизнь? Как жизнь? Как провел лето? Этот все еще в бою. Меня, короче, нагорело на гудке. Слишком много, пацаны. Слишком много нагорело на гудке. Вот, я поэтому рискую. Да уж, радует, когда друзья, подписчики заходят на канал, да, спустя долгое время. Тут как раз, видимо, погода стала дерьмо везде. И последние несколько дней населения многие заходили на канал. Молодцы. Молодцы. Так, пошли, кстати, везде в остальных местах почекаем комменты. Евгений, здорово. Бро, привет. Что, стримить на ютубе нужен VPN или еще какая прога? Я с Беларуси, братан, поэтому не знаю. Вот, у нас YouTube не блокировали. Так, сейчас ВК чекаем. Если что, ребятки, подписывайтесь на ВК Play, на группу ВК, на Трова, там параллельно тоже идут стримы. Вот, можно без VPN смотреть. Все, лето провел на вахте, ёбаный рот. Ну, сейчас хоть отдыхаешь, когда с вахты хоть приехал. Или ты уже опять на вахте? Ох, бля. Ну, рад за тебя, что приехал. Да. Это маленький дембель, когда с вахты приезжаешь. Goodbye DPI. Работает YouTube. Никакого VPN не надо, я понял. В смысле, сейчас YouTube без VPN работает, что ли? И все чики-брики? Не, поехали мы к тяжам. Нихера себе. Нихера себе. А что, в России отменили блокировочку? Или это было в тестовом режиме блокировочка? О. Ладно, радует, что мы хотя бы на быстром танке, да, и у него какая-то броня есть.
Даже в бортах. Мгм. Ага, ага, I like it. Набери 263. Я вот здесь... Оно оттуда высвечивает, ясен хер. Когда подъезжает это дерево сломать, мне всегда высвечивает. Ну, скотина какая-то там терпит. Мне кажется, он слишком далеко. Вот оно что. Вот оно что, Пихалыч. Смотрите, куда он едет. Вы только посмотрите, куда он едет. Но я ему не подсуну так. Да, ему надо как-то по-другому сливаться. Я так убивать не умею. Ну-ну-ну-ну. Бля. Да уж. Да уж, ладно, у нас должен быть план Б. 50 Б в очко заехал уже. Ну, у нас здесь вообще никого. Т-30 его не чекай, что, кстати, странно. Мог бы и почекать. Да, тем более вот отсюда, например. Да, похуй, вообще не стреляет. Да, я еще попасть не в состоянии. Ладно, сотка нам, объективно говоря, повезло, а вот и с этим тоже. Иди нахуй. Бля, ну 50 Б, конечно, очень незаконно проехал. Мы такое осуждаем категорически. Хорошо. Так, делаем вид, что я поехал за 50 беком. Теперь надо как-то на скеле развернуться назад. Ну вот это плохонько. Бля, какой пидор, это просто пизда. Угу. Блять, иди нахуй, сука. Добирай его, плац. Какие же мерзкие эти 50 Б. Ёпта, он еще заткнул собой. Да. Мразь. Мразь. А мы сейчас развернемся вообще или нет? И арта еще закидывает. Молодец. Молодец. Как мне сюда закидывает арта, кто шарит? Хорош. Давай, давай, давай туда. В очко. Я хер знаю, как пацаны играют, это вообще это просто кошмар. У нас никого не было на фланге, да, ну 3 танка по сути. И ладно, они нас продавили, а эти чем занимались? Так, я говорю, плагин запускаешь. Ну все, я понял.
Работать без VPN просто не всегда. Вот сейчас не... Ага, ага. Великослав, а ты уже успел покатать ГПТ-75? Да. Да. Танк, ну, короче, грубо говоря, бабаха. Ну, только, наверное, пожестче, потому что он танкует, и можно делать грязь, там, в первой линии, все дела. Да, катал. Катал. Если хочешь, могу специально для тебя организовать вечером стрим. Насколько мы узнали, на тестовом серваке все равно особо ничего там интересного нету. Могу вечером на ГПТ поиграть. Посмотришь, что это за агрегейт. Так, что там у нас по этим, по комментам? Так, а вот и неправда, про погоду, стримы твои во время работы смотрю. Правильно. Правильно. Аббрегатор затестить надо. Надо глянуть, есть он там в доступе вообще, этот аббрегатор. На тесте видишь, в чем проблема, он 9 левела, и мы, может, даже просто в катку не зайдем. Либо зайдем, будем ждать катку из full аллигаторов. Может такое быть. Ну, я после стрима, короче, зайду на тестовый сервак. Мы там понюхаем это все. Там разберемся уже. Еще можно на ГПТ и на тесте поиграть, да? Я думаю, что разницы немного. А так бы глянул на сочные пробития. Эй, да, у меня уже почти 3 отметки. Нихуя ты охерел. Красава. Красава. Как я только свелся, он именно вот отъехал так, чтобы я не подсунул. Отравленный дик. Ну. Короче, ладно, мы, значит, поедем на тестовом сервачке с учетом на ГПТ и сыграем. Лишь бы тестовый сервачок запустился, меня, знаете, что смущает? Я на днях пытался его запустить, и там типа нихуя. Очень долго сводится эта корыта, просто адский ад. Хорошо. А это уже хорошо. Вот это херово. В него я хочу подсунуть. Будет небольшая месть. Да, за унижение и невзгоды. Спрятался за труп сушки. Система оповещения здоровья. Внимание, ваш аккаунт будет заблокирован через 40 секунд. Немедленно выключить стрим. Понял. Так, приятное оточение. Да. Да. Ну, когда попадает. Он частенько не попадает. Ясно. Fuck you. Ну, я повелся на вот эту вот беброчку. Меня ждали.
Пиздец. 56 на света сюда. Бля, ЛТ нет, я вообще тот 10к сумму минимум на светом вывез. Господи, эта залупа не попадает вообще. Не создан для того, чтобы попадать. О. Ладно, мы так плюнем ему. Ну ты же хочешь, чмо? Он не хочет. Он не хочет. И этот поехал. Я вот одно не понимаю, нахера Лошье вечно едет в эту гачи яму? Ладно, это я перерамсил. Поехали, я попробую светануть. Там, в принципе, вообще никого, но кроме Исушки, да, который может меня перечекать. А может, ублюдок на проджете тоже сможет, на этом, на прототипе сможет чекнуть. Угу. Ничего, этот поц не будет чекаться. Ну вот и поц. А вот и индейка. Надо понимать, что пацанам рано или поздно придется все-таки в него попасть. Ну ладно, скорочун снайперит и вот это чмо. Блядь, даже в него не стреляет, прикиньте. А куда, блядь, они вообще... А, ну ладно, у нас только один гражданин, который может, в принципе, пострелять. Секите. Да, ему похуй, абсолютно. Хорошо. Да уж. Да уж. Ладно, хуй бы с ним, короче, на этом закончим, пизда. Тошниловка. Тошниловка.
В 19:00 поедем. Скорее всего, на тесте, лишь бы это дерьмо работало. Лишь бы работало. Спасибо, друзья. А именно, спасибо Страшилкин за полтишку. Диджей Клитер, спасибо за сотку. Банан, спасибо за полтишку. Убийца, спасибо за сатен. Лабидав, друзья. До вечера. Пока-пока.